Ученые, представители духовенства, спорта, специалисты наркологии, врачи и общественность сегодня сели за круглый стол, чтобы найти пути решения проблемы пьянства в тувинском обществе. На сегодняшний день на учете республиканского наркодиспансера с общими наркологическими заболеваниями состоят более 4500 человек. Причем половина из них – это более 2000 женщины. Сухие цифры статистики говорят о том, что прекрасная половина проявляет пристрастие к алкоголю все больше. С 2017 года идет рост числа женщин, состоящих на учете уже непосредственно с алкогольной зависимостью. То есть у женщин уже сформирована зависимость с психологическими, с психологической тягой уже, которая она непреодолима самой женщине, не подвластной ей. Алкогольный вклад в смертность населения достаточно высок. Это не только отравление алкоголем, это и соматические заболевания, которые провоцируются злоупотреблением алкогольными напитками. Соответственно, это ухудшение здоровья населения и отрицательный вклад в дальнейшем на генофонд и национальности, и вообще всего государства в целом. Медики бьют тревогу. Как рассказали врачи-наркологи, алкоголизм в Туве молодеет. На начало 2023 года наблюдается рост алкогольной зависимости в возрастной группе 20-39 лет. Причем многие, кто состоят на учете, нигде не работают. Да и мотивации трудоустроиться особого нет. Многие семьи живут на выплаты и пособия. Эти деньги зачастую превышают среднюю зарплату. В самом центре столицы, да и в других общественных местах все чаще можно увидеть группу пьяных людей, которые впоследствии доставляются в МКУ-центр или в народе вытрезвитель. По всей республике функционирует только один приют поддержка, куда могут быть помещены эти лица. По факту у нас из этих доставленных, тоже сверху делали, большая часть, они доставляются повторно. Утром, допустим, его взяли, привезли в МКУ-центр, его записали туда, внесли в эти учеты, после чего он отпускается через 3 часа и идет опять же в город Кызыл. Опять же похмеляется, употребляет алкогольную продукцию и обратно его ППСники устанавливают в общественных местах и обратно его привозят. Таких лиц у нас достаточно много. Я думаю, если был бы у нас на территории города Кызыла какой-то реабилитационный центр, было бы в этом плане как-то проще бы и работать. О необходимости реабилитационного центра говорят и представители Кызыльской епархии. Отметим, что на базе Воскресенского собора существует клуб анонимных алкоголиков. Около 5-6 человек собираются каждую пятницу. Преодолеть проблему вместе с поддержкой тех, кто рядом, гораздо легче, отмечает отец Дмитрий. Реальные случаи, когда люди побеждают эту беду. Там фактически каждый в этой группе такой, либо сейчас борется, но остальная группа его поддерживает. Они борются с проблемой вместе. В одиночку это фактически гораздо сложнее. А когда у тебя маленькая группа поддержки и те, кто сам все это пережил, то вместе становится полегче. Мы дважды в неделю кормим таких людей. Потому что, он не может себя победить свой алкоголизм, но мы не можем ему позволить умереть от голода или холода. А дважды в неделю они у нас получают горячую пищу, 1, 2, 3 десерт. Мы их одеваем. Каждую пятницу с 11 до 16 часов в собор можно приходить, и приходят по 50-60 человек. Каждую пятницу получают полноценную одежду, бесплатно. Обувь, куртки, кофты, рубашки, штаны, носки, нижнее белье, все что угодно. Пытаемся таких людей согреть. Но опять же, сейчас зима и холодно. Одной из проблем, которую я в частности поднял, что не хватает приютов для таких людей. И если у нас появится лишний приют, у нас есть команда волонтеров. Не только у нашего социального отдела. Есть еще классные такие живые направления молодежные по Кызылу, которые волонтерят. Ездят по социальным направлениям, точкам, помогают людям в сложных жизненных ситуациях. То есть мы можем объединиться с волонтерами и помогать, и поддерживать тот приют, который может открыться для людей, оказавшихся в такой беде и трясении. Сейчас, знаете, такое время, не просто каких-то слов, уже надо что-то реальное делать, сейчас не хватает живых поступков. И я очень надеюсь, что это мероприятие, сегодняшний круглый стол, он как раз и повлечет за собой какие-то живые идеи, перспективы, чтобы мы уже наконец-то прям взялись за эту проблему всей душой, всем сердцем, и всеми нашими переживаниями, и пытались что-то реальное делать для таких людей, оказавшихся в такой беде. Все начинается с того, что человек просто этого искренне желает.
Когда у тебя есть цель, ты начинаешь думать, ну, если ты реально ее искренне желаешь, ты начинаешь думать, вот как бы мне из этого выпутаться. Знаете, муха попала в паутину к пауку, она не останавливается, она не сдается, она пытается выпорхнуть, порой, кстати, получается. Вот. Так и человек, если у него есть цель с этим завязать, он уже на пути к исцелению от этой болезни. А дальше мы, общество, подскажем человеку, какие шаги ты конкретно можешь предпринять. Вот, допустим, у анонимных алкоголиков существует программа, там 32 шага. Вот, там пошаговая программа, то есть поэтапно, постепенно, с каждым днем, вот какие мысли меня должны посещать, какие решения я должен принимать, что-то. Вот, и там как бы даже есть такая духовная составляющая. Вот, моего взгляда в вечность, в небо. Вот, они не придерживаются ни одной конфессии, вот, что важно, чтобы человек любого вероисповедания там себя чувствовал комфортно и не было каких-то межрелигиозных непоняток. Вот. Поэтому вот первое, что иметь искреннее желание от этого отвязаться. А дальше мы, как общество, вот, подскажем, поможем, направим человека. Алкогольное слабоумие, которое развивается при длительном употреблении спиртного, является результатом гибели мозговых клеток. Деградация и утрата духовности – это лишь некоторые последствия пьянства. По статистике, почти все тяжкие преступления совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. А по вине нетрезвых водителей на дорогах умирают десятки невинных людей, а ведь этого всего можно было бы и избежать. Пьянство – страшный бич любой страны и любого общества. В смертности населения ведущее место занимают болезни сердечно-сосудистой системы. Спиртное поражает сердечную мышцу, что приводит к тяжелым заболеваниям и летальному исходу. Я как врач по сердечно-сосудистой хирургии хотел бы отметить вот это. Когда люди алкоголь пьют, у них давление, артериальное давление становится неконтролируемой. Многие пациенты получают инсульты, инфаркты во время алкогольного опьянения, после алкогольного опьянения первые сутки, потому что люди, когда пьют алкоголь, они перестают пить свои лекарства. Чувствуют, что они совершенно здоровыми, да, вот так чувствуют ложные, у них мнения появляются, а когда они уже после операции, когда с ними разговариваешь, они говорят, что вот зря они перестали пить свои лекарства. И все равно те люди, которые, например, там умерли, да, от сердечно-сосудистых заболеваний, они тоже также перестают пить лекарства или препараты против тромбов. И когда после, например, там рвотный рефлекс же происходит, тогда в крови происходит сгущение крови. И у них начинают тромбозы, и так заболевание, конечно, заканчивается очень печально. За 9 месяцев этого года в МКУ-центр или в народе вытрезвитель поступили более 14 тысяч человек. Львиная доля приходится на мужчин, их 10 тысяч. Средний возраст от 35 до 50 лет. Ученые Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований на основе этих данных сделали свой анализ. Возраст, который, значит, там указан, если, значит, отнять сегодняшний год, то получается, они родились в среднем. Если ему 50 лет в 1973 году, если 35, то в 98 или 88. Вот, то есть это как раз переломные, на мой взгляд, люди, если вот тогда родились и прибавить им такой зрелый возраст, в среднем 25 лет, да, люди женятся тогда, вот, то есть как раз попадает вот на тот перелом после развала Советского Союза, 1991 год. В народе говорят лихолетие, да, 90-е, нулевые, и как раз вот это поколение, многие считают и потерянным, я считаю не потерянным, но мне кажется, вот одна из тех проблем, что то поколение, а они же еще, у них дети и внуки выросли 50-летние, да, вот, они не нашли вот именно свою нишу, да, то есть и работу, призвание свое, и получается так, что и дети у них, в общем-то, тоже не могут найти. Я не могу говорить про всех, но большинство. Вот. И, на мой взгляд, обратить надо нам внимание именно вот на это поколение, с тем, чтобы как-то
их поддержать, с одной стороны, разъяснительные, профилактические работы. Как тувинцы относились к пьянству в исторической ретроспективе и какие обычаи и традиции были связаны с культурой питья у тувинцев раньше? Что изменилось и почему? На эти и другие вопросы в нашей съемочной группе ответила заведующая сектором ТИКПИ Ульяна Бичалдей. Я сегодня в своем выступлении подчеркнула на том, что я не согласна с утверждением, что раньше тувинцы до 40 лет не выпивали. Значит, следующая фраза должна быть как звучать? После 40 лет люди пили. Я с этим утверждением никак не соглашусь, потому что я изучала этот вопрос и пришла к выводу, что тувинцы вообще раньше, в старое время, наши деды, прадеды, прабабушки относились к народам, в чьей культуре традиционной нет вообще такой привычки употреблять спиртные напитки. Это была совершенно здоровая нация. То, что из кисломолочных продуктов изготавливается, это всего лишь в течение нескольких месяцев, летних месяцев. И то они не столько много было, потому что молоко же не текут, как реки, да? Молоко тоже у кого сколько-то коров было, да? Я не согласна с тем, что когда называют молочная водка. Это несовместимые слова. Это такой своеобразный напиток из перегонки кисломолочного продукта. Поэтому у тувинцев, у предков тувинцев вообще не было вот такой культуры, чтобы они прямо упивались, там постоянно употребляли из месяца в месяц. Не было такого. То, что вот в течение 3-4 месяцев из остатков, да, из кисломолочных остатков молока, продуктов они перегоняли, они чуть-чуть только исключительно в ритуальных целях использовали. Окропить местным духом, окропить духом предков, там какие-то вот обряды, когда совершали. И чуть-чуть пригубляли, чуть-чуть употребляли только пожилые за 80 лет люди, и то немного. То, что касается законодательства, раньше, начиная с периода государства Хунну, это до 1-2 века до нашей эры, потом другие государства, Тобавей, Сеньби, потом древнетюркские каганаты и разные. Вот до совершенно недавнего времени, это 13 век, великое государство Чингисхана уже имело очень жесткие законы по поводу того, касающиеся того питья горячительных таких вот напитков. Там жестко каралось, если человек употреблял спиртные напитки, вплоть до отсечения конечностей, головы или отнимания жизни человека. Очень жесткие законы были. Потом период Цинской империи. Тоже уложение работало, свои законы были. Там тоже очень сильные такие вот наказания были. Поэтому период Старой Тувы, период Уренхайского края, Старого Уренхая, Тану-Уренхая, подобных вот ни в исторических документах, ни в произведениях тех писателей, которые сочиняли свои произведения на основе исторических документов, вот подобного свидетельства нет, чтобы тувинцы выпивали, там кто-то упал, там кто-то до умопомрачения выпил, там дебоширил или... Вообще это трезвая нация была. Очень гордая, очень трезвая, очень здоровая. Вот такая нация была, наши тувинцы, предки наши. Если рассуждать на историческую тему, первые сведения о том, что тувинцы, тот или другой тувинец выпил, чрезмерно употребил спиртные напитки, это было зафиксировано в период Тувинской Народной Республики. В газете «Унен», потом в газетах на
латинице в тувинских газетах прямо назывались имена людей, которые употребили спиртные напитки. Даже имена торгаларов было там. И вот это, наверное, хорошая практика была. Если мы думаем о том, чтобы на этой земле, называемой Туве, остались жить через 100, 300, 500 тысяч лет потомки тувинцев, тех гордецов древних, да, то мы должны сегодня заботиться об этом, чтобы сохранить эту прекрасную нацию. Здоровые дети, здоровая нация. В борьбе с алкоголизацией необходимо работать не только с теми, кто уже стал зависимым, но и начать массовую комплексную профилактическую работу с подрастающим поколением. В этом вопросе большую роль играют родители, хороший пример и правильные ценности. А еще в вопросе алкоголизации необходимо вернуть наши исконные традиции, говорит священнослужитель Айхерел Арабча. Я думаю, что во времена 20 века, 20-е годы, 30-е годы, когда именно революция была, там революция там именно быту, там жизни, там коллективизация, там всякие запрещали, национальные праздники запрещали. И в то время, я думаю, перелом был. Смотрите, запретили надум, запретили шага, запретили майдары иргилдези, запретили праздники наши. Из-за этого люди потеряли свои обычаи, традиции. Очень много таких обычаев у нас было утеряно было из-за этих событий. Я думаю, что спустя 10 лет после этих событий, 20 лет, 30 лет, наверху ученые сказали, что именно алкоголизация населения началась 70-е, началась, 80-е началась. Я думаю, что с каждым поколением, которые проживали 30-е годы, все новое поколение, они забывали свои традиции, быт. Как сейчас с языком, такая же ситуация. Начали забывать свои традиции. Из-за этого изречение есть русское: «Святое место пусто не бывает». Я думаю, тут ситуация такая же, что когда начали запрещать наши традиции, на место перешли другие традиции, других народов, которые проживали бок о бок. И у нас такие традиции появились, что нужно праздник обязательно пить, поднимать тост, нужно поднимать за здоровье, что-то желать там. И из-за этого у нас в голове сложилось такое мнение, что алкоголь это, водка это не само зло, оно что-то среднее. Такое сложилось мнение. Некоторые думают, что это даже полезно, думают, а это не так. На самом деле, мы видим сейчас, спустя 30 лет мы сейчас видим, что спустя 30-40 лет мы сейчас видим последствия такого отношения народа, таких традиций, пагубных традиций. Я думаю, что нужно для того, чтобы бороться с этим, с алкоголизацией, нужно сначала вернуть наши исконные традиции, что нужно вспомнить, что такого не было у нас. У многих народов такого не было, именно у кочевых народов не было. Через соцсети, там нужно через сайты всякие, нужно и там книги, газеты, нужно именно порицать такое поведение, не порицать именно одного человека или какую-то группу людей, а именно общим, не людей порицать, а именно это поведение. Потому что люди сами по себе, они хорошие люди, но по праздникам там, возможно, могут выпить. Именно нужно порицать не их, не людей, а само поведение такое нужно порицать. Нужно там в стендах такие надписи делать, что это плохое поведение, это нехорошее поведение. И склонять людей к алкоголю, выпейте, пожалуйста, это тоже плохое поведение, это ведет к плохому. Тут нужно так преподнести к людям. На круглом столе участники в решении вопроса алкоголизации населения обсудили и роль религии. По информации священнослужителей среди молодежи и не только, все больше тех людей, кто принимают 5 обетов. Один из них исключает употребление средств, омрачающих сознание, в том числе и спиртное. Я жил в поселении тибетцев в Индии. И за это время проживания я ни разу не видел пьяного человека, ни разу не видел. Хотя там уровень жизни очень неразвитый, очень там сложный быт у людей. Я думаю, что
дело не в том, чтобы не в том, что у нас вот жизнь там трудная, не в этом. Поэтому я думаю, что дело именно вот в отношении людей к алкоголю. Поэтому я думаю, в этом вопросе вот буддизм, он очень порицает именно употребление алкоголя. Там даже есть слова, что вот изречение Будды, что нельзя пить даже вот каплю алкоголя. Среди молодежи, вот среди моих друзей очень много людей вот приняли вот обет, 5-й обет именно, вот все 5 обетов приняли, и там 5-й обет именно про алкоголь, что нельзя пить, даже вот каплю алкоголя нельзя пить. Я думаю, что вот именно этот обет вот очень помогает людям. А само по себе этот обет, там сказано, что вот почему людям нельзя пить, потому что вот когда мы пьем, мы не только вот самим себе, не только вот другим можем такие проблемы сделать. Мы только это и делаем, мы делаем только вот беды делаем, поэтому нельзя пить. Вот причина, почему там сказано, что вот не в том, чтобы мы можем там вред сделать кому-то, а в том, что когда мы пьем алкоголь, мы только вредим другим. Мы хорошего такого ничего не делаем. Из-за этого вот нельзя пить алкоголь. Если мы думаем о благе других, нашей семьи, там, друзей, и о себе думаем, то сначала нужно вот искоренить это. Вот совсем нельзя пить алкоголь. Даже каплю алкоголя нельзя пить. На круглом столе участие принял и заслуженный артист Увы Айдын Мангуш, который признался, что сам не пьет спиртное уже более 10 лет. Хемнер баштарга онжу улуг дамыл систерналарга улуг спирттерне эккеп жаландык жонну ол жерде кирпем отурара. Считаю, что эта проблема была всегда, еще со времен СССР. Одним из действенных методов решения этого вопроса является религия. Если люди будут изучать изнутри философию и другие моменты, то, возможно, поймут, насколько это зло. Кроме того, неплохо было бы, если для жителей проводили больше лекций и разъяснений на доступном языке. Сам я принял обет и перестал пить, когда моему старшему сыну было 3 года. Сейчас я не пью уже 10 лет. Мы, родители и взрослые, должны подавать хороший и доступный пример. Собственная мотивация тоже играет большую роль. Кто бы что ни говорил, новое поколение детей и молодежи все же тянется к здоровому образу жизни. Возрождение традиционных семейных ценностей, правильное воспитание, знание религии, а самое главное – собственная мотивация. Проблема алкоголизации населения должна решаться в комплексе и при участии всех заинтересованных и ответственных сторон. По итогам круглого стола участники внесли свои предложения и рекомендации, которые также в дальнейшем будут рассмотрены. Айра Сабы, Магуша Замато Чур, телеканал Тува 24.